Эпидемия коронавируса снова первая на повестке отрасли здравоохранения. Больше 3000 медиков. К работе снова привлекают студентов медвузов, волонтеров. Но еще не хватает пульмонологов, анестезиологов, терапевтов. Развернутых коек уже к 3000. Каждый день нужно 18 тонн кислорода. В декабре появится кислородная станция у кардиодиспансера. В марте следующего года промышленный концентратор для Уфтинской больницы. Федеральный центр уже выделил средства на покупку еще 6 кислородных концентраторов, которые помогут решить проблему в районах республики. 5 ПЦР-лабораторий, более 1000 исследований в сутки, остальное отправляют в Киров. Задачи обеспечить полностью тестирование в регионе. В отдаленных поселениях это могут быть экспресс-тесты и привить 80% жителей. Темпы вакцинации, наверное, к счастью, за последние 2 недели, 3, они немного возросли. Если мы раньше прививали чуть более 1500 человек, то сейчас уже близимся к 3-3,5 тысячам пациентов в неделю, но все равно этого недостаточно. И нам нужно прививать порядка 6,5 тысяч человек, а уже сейчас 7 тысяч человек в день. Поэтому важно, чтобы все мы не слушали антиковидные фейки, а услышали такой голос разума и вакцинировались. Чем дольше будет продолжаться вакцинация, тем больше шансов у вируса мутировать. Здравоохранение – одна из самых финансово емких отраслей. В октябре увеличили бюджет на медицину еще до 18 миллиардов за счет образовавшихся дополнительных доходов республики. С учетом расходов ФОМСа в этом году сумма на здравоохранение беспрецедентная – 39 миллиардов. Финансирование на 2022 год пока не покрывает все потребности. Недостает примерно 2,5 миллиарда. Минздрав об этом четко говорит, что нам не хватает, например, на лекарственное обеспечение ровно половину. То есть, если нам сейчас на 2022 год мы планируем 800 миллионов на льготное лекарственное обеспечение, а нам надо 1,5 миллиарда. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы в течение года, естественно, необходимыми вливаниями, финансами пополнять нашу отрасль здравоохранения для того, чтобы они могли выполнять свои функции в полном объеме. Благодаря мобильным комплексам обследуются жители отдаленных районов. В поликлиниках 178 тысяч человек прошли профосмотры и диспансеризацию. Но с учетом эпидемии работу снова приостановили. Значительно выросли расходы на оснащение и капитальный ремонт медучреждений первичного звена. В центральные районные больницы республики поступили флюорографы, маммографы, рентгенаппараты и эндоскопическое оборудование. 245 единиц оборудования и масштабное обновление автопарка, в том числе карет скорой помощи. Часть уже поступила, но по всем направлениям есть отставание от плана. О рисках предупреждает председатель контрольно-счетной палаты. Одна из причин, препятствующих реализации поставок, на которую контрольно-счетная палата указывала и в прошлые годы, неготовность помещений лечебных учреждений к монтажу оборудования ввиду необходимости проведения капитального ремонта. На 1 октября из 17 помещений ремонт завершен только в 3. Что касается приобретения спецавтотранспорта 119 машин, то в начале 2021 года по линии Минпрома России в республику поставлено 39 автомашин, еще 80 автомобилей закупаются министерством посредством аукционов. Минздрав уже заключает контракты на строительство новых учреждений. Поликлиническое отделение Каджиромской больницы, лечебные корпусы в Визинге и Усыльме. А уже в декабре в столичном микрорайоне «Орбита» откроют 2 врачебные амбулатории для детей и взрослых. Кроме этого, Минздрав республики ищет инвесторов для строительства перинатального и медицинского центра диагностики и лечения вирусных заболеваний в рамках государственно-частного партнерства. В плане реконструкция радиологического отделения онкодиспансера. Есть и болевые точки. Затягивается работа по инфекционной больнице. Продолжается строительство 19 ФАПов. Строительная готовность разная. Так, в Каркиросском районе, в деревне Вашкуре, процент готовности составляет 99%, в селе Необдино – 96%, а вот в Браколанске и Райоле – 5,9%. Под руководством главы республики была проведена встреча с крупными застройщиками, которые согласились помочь 3 подрядчикам, которые строят 19 ФАПов. Как вариант, министр предложил применять готовые быстро возводимые конструкции, как для ФАПов, так и инфекционной больницы на несколько сотен мест.
Я бы хотел, чтобы вот до того, как вы нам представите окончательный бюджет правительства, там, ну не знаю, там 15 декабря или когда, чтобы уже как бы вы этот вопрос проработали в полном объеме и уже нам предложили вариант там, дополнительного финансирования. Я думаю, что коллеги нас поддержат. Когда мы наконец закроем ковидный госпиталь, который у нас сейчас Коми-республиканская больница исполняет, и в конце концов перейдем вот это вот быстровозводимое здание, которое гораздо дешевле обходится, чем одно место, которое мы сейчас строим в инфекционной больнице. Сельские районы прирастают кадрами благодаря программе «Земский доктор» и фельдшер. Но в целом по отрасли дефицит медиков прежний. Кадры не только приходят, но и уходят. Сейчас не хватает 645 врачей и еще больше средних медработников. Меры поддержки разные, единовременные выплаты, целевая и контрактная подготовка. Кроме наших вузов, студенты из Коми обучаются в федеральных. Число бюджетных мест для нашего региона каждый год увеличивают. На 2021 год нам было выделено 117 мест в медицинских вузах. По программам ординатуры было выделено 54 места. На 2022 год мы также заявили потребность с увеличением. На борьбу с онкозаболеваниями более миллиарда в год, в том числе на дооснащение диспансера и центров амбулаторной онкопомощи при поликлиниках. Продолжается обновление региональных сосудистых центров и первичных отделений. В 2022 году современный КТ появится в кардиодиспансере. Одна из важных задач – совершенствование медицинской помощи детям. В следующем году начнется реконструкция пристройки главного корпуса и приемного отделения Республиканской детской клинической больницы. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.